8 январь 2022. Самолеттің артында қалған атайын порошок химия трасса деп қойды. Ютубтан, интернеттен көрсеңер, ішінде алюминий, барий болады, ор металдар. Алар жерге түшіп, айыл шарбаны өлтіреді. Огородты, помидорларды, бадыраңдарды, бақтарақтарды қарасаңар, бұрдағыдай парниктегідей таза болбай қалған. Анан бактерия, вирустар да чачылады. Негізі, анан тайме погоданы өзгөртүш үчүн да чачылат негізі. Бирок азыр көбүнчө айыл чарба диверсиясы да. Анан булардын онунда жайылган булутка айланат. Ошондой. Анан интернеттен карасаңар, харп деген бар. Климатическое оружие деген. Ошол видеону көрсөңөр түшүнөсүңөр. Биринчи, экинчи сериясы бар. Шарларда өзгөчө көп бул. Мына тарапка чейин жайылган. Мына издер көрдүңөрбү? Волнистый издер. Ошол химия трассанын издери да. Бул ошол бир мамлекеттин экинчи мамлекет болгон диверсиясы болуп эсептелинет. Ошондой. Коммерциялык, военный самолетторго эметилет. Анан самолеттин артында калган инверсионный след деп коет, паровой след. Ал 2 минутта жоголот. Бул жоголбой тура берет, узун болуп. Бул башка, ал башка. Муну экологтор айтат, экологияга пайдасын кылып атабыз, чачып деп айтышат да. Андай эмес. Жамгыр жааганда машинанын терезесин карасаңар, киргилик болуп калат. Көп жасады элечи, канча жасады дагы. Анан магнитти жакыныраак алып келсеңер, жармашат. Майда. Ошол металлдар. Ошон үчүн жамгырдын суусун азыр колдонбогула, анан чачыңарга түшүрбөгүлө. Чачыңар түшүрүп коет. Илгери жамгырдын суусу пайда эле, азыр пайда эмес, зыян. Ошондой. Мынакей. Волна болуп турат. Бул табигый булуттар эмес да, жасалма. Анан булар түшөт, чаң болуп түшөт жерге. Бишкектеги смогту көргөнсүңөр да, түтүн. Ошол химия трассалар Бишкекте аябай көп чачылат. Ошо чачылганда, ошол жанагы ТЭЦ жагылган көмүр, элдер жагылган көмүр менен аралашып, асман смог болуп кармап тура берет да булут. Көпкө чейин эч жакка жылдырбайчы. Ошондой. Биринчи ошол смогту тазалаш үчүн биринчи ошол химтрейлдерди, химия трассаларды жоготуш керек. Бүтүн ошол коммерциялык самолеттордун ичин полностью бардыгын текшерүүгө өткөзүш керек. Военный самолетторду, коммерческий самолетторду, частный самолетторду бардыгын текшерип өткөзүп, ошол химиялерди, бачокторду алдырыш керек. Ичинде жайгашкан. Чачып атабыз, анан башка шылтоолорду айткандарын токтотуш керек. Мына ошол булуттар көрдүңөрбү? Жана мен тарткан булуттар. Химия трассалар мындай булутка айланган, мына издер. Ошондой туугандар. Но айыл райондордо анча эмес, ошол шарларда көбүрөөк байкалат да. Ошондой. Анан ошол оор металлдар жерге түшүп, кокустан жамгырдын суусун колдонсоңор, ал канды коюлтат, давлениеге алып келет, сахар ооруларына алып келет. Көп ооруларга алып келет. Ошон үчүн жамгырдын суусун азыр колдонбогула. Мурдагыдай таза эмес бул. Мына жана бутактардын кургашы. Мына так далилди жазында көргөзүп бере алам силерге. Мына көрдүңөрбү бактардын. Дарыласаң дагы дарыга таасирин бербей калат да. Мына фонгилерс багы бул. Ал дейин десең, чоң кары десин десең, мына жаштарда дагы бар мындай. Табият өзүн тазалап алат, эгер адам тийишпесе. Адамдар табиятка аралашып, тийишип, бактарактарды өлтүрүп атабыз. Эл боюнча кыскача ролик болот, көрүп койсоңор. С воздуха в почву высыпают 10-20 миллионов тонн солей алюминия в год. В образцах, взятых из рек, озер, почвы, уровень алюминия превышает в 60 тысяч раз допустимого. В такой почве не растут нормальные семена. Фермеры вынуждены закупать алюминий-устойчивые семена различных культур у Монсанты и других подобных компаний. У Монсанты патент на семена с геном устойчивости к алюминию. Моя семья владеет этой фермой по выращиванию органических, то есть экологически чистых культур здесь, на Гавайях. Но на протяжении нескольких лет мы подвергаемся распылениям каждый день. Это уже сильно отразилось на нашем здоровье и состоянии нашей природы. Уже происходит катастрофическое размягчение коры деревьев. Теперь мы просто вынуждены закупать ГМО-семена, потому что натуральные культуры здесь уже просто не растут.
Существует целый спектр различных веществ, которые попадают в человеческий организм в самых незначительных количествах, буквально гомеопатических количествах, могут приводить к значительным изменениям в жизнедеятельности организма. Причина та же, по которой ХАРП может существенно влиять на погодообразование. Человеческий организм – самозагласованная система. Поэтому попадание некоторых веществ в самых ничтожных количествах в человеческий организм может привести его к гибели или появлению каких-то болезней. Поэтому вот распыление, если имеет это место над территорией России вот таких веществ, может нести угрозу здоровью населения страны. Необходимо, конечно, принятие мер по выявлению, что именно распыляется, в каких количествах и над какими регионами. И потом провести необходимые исследования последствий такого распыления на территории России и данных веществ. Если вы обращали внимание, выйдя на улицу и посмотрев на небо, что как-то странно ведет себя авиация, оставляя на небе несколько необычные инверсные следы, которые потом формируются в ничуть не менее странные облака, напоминающие смог. Самолеты, если вы присмотритесь, летают по маршрутам, оставляющим на небе следы, подобные сетке. Следы от химтрейлов отличаются от инверсионных следов самолетов. Инверсионный след – это след конденсации или паровые следы. Это видимые следы сконденсированного водяного пара, образованного выхлопами самолетных двигателей. Химтрейлы – это химический след в виде аэрозоля, появляющийся после распыления химического и биологического оружия самолетами. Конденсационный след от самолета, летящего на большой высоте, исчезает буквально на глазах и может быть видим недолго. Химические же следы висят в воздухе по несколько часов и расплываются в широкие полосы, а затем покрывают все небо бледной туманной мглой. Если в конце 90-х годов и в начале 2000-х годов химтрейлы были замечены только над США и Великобританией, то в последние годы, особенно в последние 2 года, химтрейлы обнаруживаются по всему миру, в том числе и над Россией, и над Украиной, и над другими странами, входившими в бывший Советский Союз. К нам приходят письма с фотографиями, с видео, которые сняты на мобильные телефоны, где наблюдается одна и та же картина. Самолеты, распыляющие неизвестное химическое или бактериологическое вещество, так скажем, химическую аэрозоль, и в дальнейшем белая мгла, даже сизая мгла, которая покрывает все пространство небесное над теми населенными пунктами, где это распыление происходило. И присылают эти снимки, фотографии и видео со всех городов: Уфа, Норильск, Москва, Петербург, Краснодарский край, Волгоград, Киев, Запорожье, Днепропетровск, Западная Украина, Прибалтийские страны, Рига, Кишинев, Молдавия. Приходят письма, свидетельствующие о том, что химтрейлы сегодня – это массовое явление. География – вся планета. Эдвард Гриффин, автор множества книг и документальных материалов на тему химтрейлов. Мы хотели бы поговорить с вами на тему, которая сейчас привлекает все больше и больше внимания. Тема, которая на научном языке называется стратосферная аэрозольная геоинженерия, также называемая проблема химтрейлов. Те люди, которые финансируют этот проект опрыскивания планеты, поспешат нас убедить в том, что это делается только для нашего блага. Это для вас, люди. Это все для блага населения планеты. Мы стараемся предотвратить глобальное потепление. Они также могут заверить нас в том, что эти вещества помогут привить нам устойчивость к биологическому оружию в случае биоатаки извне. Вакцинировать каждого инъекции в руку – это трудоемкий процесс, но мы можем опрыснуть всех, чтобы сохранить жизнь людей. Мы делаем это на благо людей. Заслуживает внимания заявление управляющего авиалинией, который по понятным причинам сохранил свою анонимность. Он сказал следующее, что когда прочитал электронное письмо от неизвестного механика, обнаружившего на пассажирском самолете установленное дополнительное оборудование для распыления химических веществ, то понял, что должен ему ответить. Авиакомпании Америки участвуют в так называемом проекте Cloverleaf, что в переводе означает «лист клевера». Начало этого проекта 1998 год. Все сотрудники нескольких авиакомпаний, которые были посвящены в проект Cloverleaf, прошли через принудительную проверку на профпригодность. И перед тем, как они были подключены к проекту, их заставили подписать соглашение о нераспространении информации. В противном случае они могли быть арестованы. Они им рассказали, что правительство собирается платить их авиакомпании вместе с другими
за распыление специальных химикатов с коммерческих самолетов. Когда сотрудники авиалиний спросили, что это за химикаты и почему они должны их распылять, то им ответили, что эта информация закрыта. Представители правительства уверяли, что химикаты не вредные и программа до такой степени важная, что ее нужно выполнить любой ценой. Когда их спросили, почему не оборудовать военные самолеты для распыления этих химикатов, то они ответили, что нет достаточного количества военных самолетов, чтобы распространять химикаты в таком количестве. Поэтому проект Кровер-Лив был принят таким, чтобы разрешить именно коммерческим авиалиниям помогать в распылении этих химикатов в атмосфере. На вопрос, для чего вся эта секретность, представители правительства заявили, что если широкая общественность узнает, что самолеты, на которых они летают, распространяют химикаты в воздухе, то группы по защите окружающей среды поднимут шум и потребуют прекратить распыление. Кто-то спросил одного из членов правительства, если эти химикаты не вредны, почему бы не рассказать общественности, что это за химикаты и почему мы это распространяем? В ответ он заявил авторитетным тоном, что общественность не должна знать о происходящем, но что эта программа в ее интересах. 2 октября 2001 года в США был принят акт HR 2977 по охране космического пространства, где под пунктом 7б приводится список так называемых экзотических систем военного поражения, где химтрейлы были в списке видов воздействия. К этой же категории воздействия отнесли электронные, психотропные, информационные влияния, низкочастотные волновые воздействия, плазматические, электромагнитные, ультразвуковые системы поражения, лазерные бомбовые системы, а также химические, биологические, природные, климатические и тектонические бомбы. Из этого акта абсолютно очевидно, что химтрейлы относятся к оружию массового поражения. Пункт 7c этого акта объясняет, что подразумевает термин «экзотические системы военного поражения». Это системы, включающие в себя системы поражений космического пространства или живые экосистемы, такие как ионосфера и верхняя часть атмосферы. Также системы воздействия на климат, тектонические системы с целью нанесения повреждений или воздействия на группу населения или участок Земли или на воздушное пространство. Если использовать оптические приборы, можно увидеть, как след, оставляемый таким самолетом, представляет собой распыленное химическое вещество, которое предотвращает образование дождевых облаков, что ведет в свою очередь к засухе, искусственно создавая неурожаи, а следовательно, может привести к голоду. Кроме того, эти вещества создают искусственный парниковый эффект и могут угрожать здоровью людей. Возможно, кроме использования веществ, препятствующих выпадению осадков, используются и другие вещества в других негативных целях, например, для манипулирования сознанием людей или для применения тектонического сейсмологического оружия. Те лабораторные исследования, которые проводились специалистами, чтобы определить химический состав этих загадочных следов, показали, что в них содержатся окислы токсичных металлов бария, алюминия. Также в химтрейлах содержатся вирусы, подобные грипп, и неизвестные по природе и происхождению бактерии и вирусы, которые могли быть созданы только в военных лабораториях или спецлабораториях. То есть фактически сегодня мы можем говорить о том, что все человечество подвержено био- или химической террористической атаке с воздуха. Так давно жители штата Арканзас обнаружили маленькие частицы, которые падали с неба. Собранные образцы были протестированы в лаборатории. Оказалось, что в них входит барий и другие элементы, которые во много раз превышают норму допустимого. Департамент качества окружающей среды сказал, что это очень необычная картина, но определение источника попадания бария в воздух совсем непростая задача. Барий является маркером других компонентов, используемых в биологических и химических опытах. Происшедшее привлекло внимание телевидения Лос-Анджелеса. Вопрос о том, что распыление химических веществ на людей могло быть частью секретных био- или химических опытов, и привело нас к информации 1977 года, когда 239 населенных пунктов были подвергнуты заражению биоагентами, происходившими с 1949 по 1969 года. Насколько это возможно, что подобные секретные эксперименты продолжают происходить и сейчас? Это очевидно, что какие-то вещества уже находятся в воздухе, может быть, пока и не вызывая повреждений. Но я бы хотела знать, что происходит.
Расследования, проведенные новостями 12, показали, что вещества, используемые для распыления в воздухе, классифицированы в документе HR-2977 от 2001 года как акт охраны воздуха. Но военные отрицают существование этого акта и его применение. Оказалось, что до 2001 года правительство Америки абсолютно законно могло проводить секретные опыты над населением. Только позднее в этот закон были внесены корректировки. Ну, создают уже плазмоидные такие облака, это научились уже делать, они создают. И это плазмоидное облако, оно с одной стороны является, ну как бы вот препятствием для работы радиоэлектронных средств, это и для спутников низкоорбитальных, но прежде всего для наших баллистических ракет. Но это и оружие климатического характера. Вот именно ливни там и прочее вызывают именно вот эти плазмоидные линзы диаметром до 100, радиусом до 100 километров. Посмотрите, какое необычное образование было над Москвой в октябре 2009 года. Алекс Мерклингер, летчик, гость радиостудии. Я летчик со стажем более 40 лет. Я перестал считать часы полетов после 3500 часов. Моя сертификация позволяет мне управление всеми видами самолетов, кроме реактивных. Я хочу сейчас сказать про необычный феномен в небе. Ранним утром в нем можно видеть большое количество белых полос трейлов, а к полудню все небо облачно задымленное. Это вовсе не натуральное явление. Правительство и другие представители убеждают, что это кондекс-трейлы, то есть дорожки в небе от конденсации воздуха, которые остаются в атмосфере от любого самолета на определенной высоте. Но это не так. Конденсированная вода в этих дорожках быстро исчезает в зависимости от высоты. Это обычно занимает около минуты или, может быть, немного более. И все, ни следа от этой дорожки. Сейчас же эти полосы находятся в небе на протяжении всего дня, если, конечно, очень сильный ветер не выдувает их быстрее. И сейчас ситуация становится все хуже. Я разговариваю об этой проблеме с людьми по всему миру, и оказывается, то же самое происходит во всех странах, которые мне известны, по крайней мере в 50. У нас слушатели и гости студии, побывавшие в разных странах, рассказывают во время наших обсуждений просто шокирующие факты, увиденные ими там. Люди, подвергающиеся таким воздействиям, начинают страдать респираторными заболеваниями, синуситами. И это развивается непосредственно после того, как они побывали в районе распылений. Люди по этому поводу чрезвычайно обеспокоены. Они прекрасно понимают, что это оказывает воздействие не только на их физическое здоровье, но и на эмоциональное и психическое состояние также. Алан Ватт, историк-социолог. Нас опрыскивают, как каких-то насекомых, прямо с воздуха, с помощью самолетов. Да, просто как мух. Они нас считают букашками. И ни один человек из СМИ не открывает рот, чтобы рассказать нам про это. А это потому, что СМИ – это один из рычагов в руках наших правителей. Как может на территории России, Украины летать самолеты, распыляющие химические или бактериологические отравляющие вещества? Россия подписала договор с НАТО, как и Украина, о том, что военные самолеты НАТО имеют право беспрепятственно использовать воздушное пространство для доставки якобы грузов в Ирак и Афганистан. В каждой стране есть органы и структуры, отвечающие за безопасность, за национальную безопасность. И они не могут не знать о том, что над всей территорией России, Украины или любой другой страны перемещаются самолеты и распыляют химическую аэрозоль. Так, с 1968 года в городе Фэрбэнкс, штат Аляска, действует исследовательский центр Покер-Флэт. Сообщалось, что только в 1994 году здесь было проведено 250 запусков ракет, начиненных различными химическими реагентами, для того, чтобы понять, как можно вызвать глобальные климатические изменения. В 1980 году в ходе выполнения проекта Ватерлоу этим центром было разрушено северное сияние, а в феврале 1983 года он запустил 2 ракеты Black Brant и 2 ракеты Nike Orion, которые на больших высотах выпустили барий и создали искусственные облака. Эти облака наблюдались от Канады вплоть до Лос-Аламоса в Нью-Мехико.
Это очевидно, что против всех нас методично ведется война, и мы заложники в этом уничтожении. Депутаты, конгрессмены и другие люди, принявшие присягу защищать конституционные права, не только прекрасно знают о происходящем сегодня, но и активно участвуют в этом. Важный долг каждого из нас – это сегодня подняться на защиту себя и своих близких. Все должны знать, почему в нашу воду, почву и воздух ежедневно выбрасываются тонны ядов, почему количество заболеваний, связанных с отравлением алюминием и другими тяжелыми металлами, пугающе растет. Эта война против каждого из нас давно коснулась нас всех, поэтому мы не имеем права молчать. Только сплотившись, мы можем остановить это убийство ради наших детей. Сейчас критический момент в истории. Мы, люди, должны решить, или мы продолжим стоять на коленях, живя в постоянном страхе, в то время, как нас каждый день убивают теми же распылениями. Или же мы поднимемся и будем жить, как действительно должны жить люди, которым нужна справедливость, правда и мир. Исследователи полагают, что смесь бариевых солей, полимерных волокон и других химических реагентов в атмосфере может являться причиной внезапных и необъяснимых кровотечений из носа, астмы, различного рода аллергии, пневмонии, болезней верхних дыхательных путей, артритов и сахарного диабета. После распыления химтрейлов в различных городах Канады мы наблюдали эпидемию гриппоподобного заболевания. Такое же заболевание было распространено по всему США и Англии. Больница Петергул за один день приняла 307 больных с острыми симптомами. В Англии было нанято много грузовых рефрижераторных машин для транспортировки мертвых тел. Эта информация сообщалась по каналам BBC. По оценке Центра по контролю заболеваемости, эпидемия длилась 12 недель. Это была эпидемия гриппоподобного заболевания с быстрым развитием пневмонии. В этом году мы имели 19 недель эпидемии этого же состояния. СМИ называют это гриппом. Я здесь сегодня, чтобы сказать вам, что это не было гриппом. Для обычного гриппа требуется время для распыления в популяции людей. Этот же псевдогрипп распространяется практически за ночь. Есть важный факт, о котором СМИ никогда не упоминали, что сильные распыления веществ всегда совпадали с началом эпидемии. Директор медицинского центра Виа Кристи сказал, что это убивает даже здоровых людей за 4-5 дней. И у меня есть масса писем от родственников тех людей, кто внезапно заболел пневмонией на фоне полного здоровья и умер в течение недели. Соли бария очень хорошо впитываются в кишечный тракт и мускульную ткань. При этом нет никаких клинических данных, которые бы описывали длительное воздействие на организм человека малых доз солей бария. Симптомами острого отравления солями бария являются слюноотделение, жжение во рту и пищеводе, боли в желудке, колики, тошнота, рвота, понос, повышенное кровяное давление, твердый неправильный пульс, судороги, позже возможны параличи, синюшность лица и конечностей, обильный холодный пот, мышечная слабость, расстройство походки, а также речи, вследствие паралича мышц, глотки, языка, отдышка, головокружение, шум в ушах, расстройство зрения. Это оставлять без внимания ни в коем случае нельзя. Необходимо создавать в каждом городе инициативную группу, которая будет фиксировать все факты распыления химических веществ над населенными пунктами. Необходимо обращаться в общественные организации, экологические организации, давать информацию, которую в дальнейшем уже они смогут использовать для того, чтобы воздействовать на государственные структуры, которые обязаны отвечать за национальную безопасность. Если будет выяснено, что на территории России и других стран мира распыляются какие-то реагенты с гражданских самолетов, и это делается несанкционированно со стороны правительства, это, конечно, следует расценивать как террористический акт в отношении государства, того, на котором распыляется этот реагент. Особенно если эти реагенты негативно влияют на сознание людей, на здоровье людей. Проблема химтрейлов затрагивает жизнь каждого из нас очень глубоко. Более 90% населения просто не знают информации о происходящем. Многие люди не останутся равнодушными, узнав правду. Каждый из нас может приложить усилия для того, чтобы все могли узнать о происходящем, потому что будущее всего человечества зависит от наших действий именно сегодня. 8 январь 2022. Химтрейл мындай ярко-розовый свет қалтырады да кечінде. Мына бұл Қырғызстан базар құрған. Шулар химтрейлар елестеткеле мөңгөге түшөт. Жер алды суларына кирет. Аны ичкен адамдар не болот?
жанагы алюминий, барий, ор металдарды, ар түрдүү бизге белгисиз металдарды, вирустарды, бактерияларды чыкса, адамдарда ошол ор металдар кирип алып калың коюлтат, аллергия кылат, астма кылат. Азыркы биз көрүп аткан гриптерди жасайт, ошондой менингит, түрдүү ангинанын формалары, сахар оорулары, бөйрөк оорулары бүт денеге таасирин берет. Тукумсуздукка. Бул эми теракт деп эсептесек болот да. Бул мамлекетке жасалган теракт. Бул билинбеген абадан сокку уруп атышат да. Жалпы билинбей биздин экосистемага, бүтүн могу табиятка, жаратылышка, адамдарга, жаныбарларга болгон сокку бул абадан билинбеген. Кошуна өлкөлөрдөн, башка жактан, батыштан бүт абадан учкан самолеттердин бардыгы. Ошон үчүн эме аба коргонуу системасы керек бизге, бүтүн Кыргызстан чек-арасына. Кирип аткан самолеттерде ошондой чача турган реагенттер болбош керек самолетунда. Текшерүүдөн өткөзүш керек бардыгын. Ошондой уруксаттар менен эмне себептен келип атасың, артыңан чачылабы, чачылбайбы бүт караш керек. Чачылган самолеттерди экинчи киргизбеш керек Кыргызстанга. Ошондой же киргизсе чоң штрафтар менен экинчи ошондой бачокторду койдурбай, чачтырбай турган кылыш керек да. Погоданы изилдеп атабыз деп шылтоо кылышы мүмкүн. Жаратылышты адамдардын ден соолугуна жакшы нерселер чачытабыз деши мүмкүн. Ошолордун бардыгы жалган, анын бардыгы. Табигый жөнөкөй эле коюп коюш керек аба мейкиндикти. 9 январь 2022. Мына жамгыр жаады. Булуттар. Кечеки чачылган реагенттер жерге түштү. Реагенттер токтотуш үчүн дүйнө эли биригип бардык ушул нерсеге каршы чыгыш керек. Адамзаттын келечеги үчүн.